Стать программистом с нуля. Такая возможность скоро появится у каждого жителя нашей республики. В сентябре в Якутске откроется кампус нового учебного заведения «Школы 21», где готовят IT-специалистов, причем абсолютно бесплатно и за короткий срок. Школа – это инициатива Сбербанка, и подобные кампусы открыты уже в разных городах нашей огромной страны. Так давайте же узнаем, как стать участником обучения. Идея появления в Якутске такой инновационной школы возникла несколько лет назад. И вот реализация проекта вышла на финальный уровень. Соглашение о взаимодействии подписано. И объявили с Германом Грефом о том, что в начале сентября уже в Якутии, в Якутске откроется 5-я в стране школа 21, школа, которая готовит IT-специалистов, причем в ней могут учиться как молодые ребята, так и взрослые, даже пожилые люди. И, конечно же, вот появление такой современной школы, причем, хочу подчеркнуть, бесплатной для обучающихся в ней, оно позволит бурно развивающейся IT-индустрии нашей республики чувствовать себя уверенно с точки зрения обеспечения кадрами. Прилетел, специально посмотрел на IT-парк, посмотрел на то, какие компании, поспрашивал, какой спрос на кадры у них есть. И стало понятно, что школа точно будет, точнее, не то, что даже школа, а люди, которые проходят в ней обучение, безусловно, будут пользоваться интересом со стороны местных работодателей. Это школа 18+, то есть люди любого возраста, 30, 40, 50 лет, 60 лет. Самый у них возрастной, это 65 лет обучается в этой школе. Не надо иметь профильного образования айтишного, математического. То есть вы можете быть филологом, художником, работником сельского хозяйства. Нам это очень надо, потому что даже вот по IT-парку я вижу, у нас очень много людей, кто самоучек. То есть он историк по образованию, там, юрист, а возглавляет там IT-компанию. У нас люди очень талантливые, и мне кажется, это прям вот школа Сбера, что доктор прописал для Якутии. Там 32 профессии. То есть это в первую очередь программирование, там Python, Java, там C, C-Sharp, C++. Но помимо этого есть такие направления модные сейчас. Это Data Science, Data аналитика. Мы собираемся там обучать учителей информатики, всех желающих. То есть кто хочет из районов республики, из других городов республики приезжать в Якутск. Да. Больше того, у нас статистически больше половины участников, которые к нам приходят, они никогда не пробовали кодить до школы, и при этом у них здорово все получается на выходе. Собственно, сам формат школы позволяет освоить эти навыки, несмотря на отсутствие предыдущего опыта. Что возможно попробовать свои силы в программировании с нуля, доказывают и сотни учеников без профильного образования. Мне, например, 36 лет. Я пришел без подоплеки, с нулевым уровнем, я вышел после интенсива. Сейчас я почти 10-го. То есть я прошел все эти проекты, разобрался. Я учусь в школе уже чуть более года. До этого я почти 11 лет проработал в складской логистике. Я в какой-то момент понял, что я ничего нового от своей текущей работы не получаю, новых знаний или что-то, и мозг как бы закостеневает. Я подумал о смене профессии, и меня всегда привлекало что-то, что ты можешь видеть как работа, у которой ты видишь свой результат сразу. То есть ты либо руками что-то делаешь, ты видишь свой результат, либо ты что-то создаешь, например, вот цифровое, ты видишь результат. Плюс это должно было быть каким-то ремеслом. Не то, что ты освоил один навык и остановился, то есть ты всю жизнь продолжаешь учиться, то есть постоянно работа ума. До школы я работала юристом, а после я отправилась в декретный отпуск, который закончился поступлением в школу 21. Я давно смотрела на мир IT и хотела попробовать себя в этом. И супруг, работник Сбера, как-то раз увидел в почте рассылку о школе 21 и предложил мне попробовать себя в данной школе, потому что он знал о моем рвении, стремлении. До этого я покупала курсы, которые не проходила, потому что мне важна была мотивация, дедлайны, и как раз все это я нашла в школе 21. До школы я был военным, но до этого я интересовался программированием, четверть века назад. Попал я сюда, узнав от знакомой, которая сюда поступила в 2020 году, о таком удивительном месте со своеобразной методикой обучения. Чем полгода я здесь учусь, и
Мне очень нравится. Это просто невероятно. Мне кажется, опыт, который можно получить в школе, его, мне кажется, в России вообще нигде нельзя получить. Мне кажется, аналогов просто нет. Я понимаю, что проекты так составлены, что действительно человек, который даже не знает математику, там есть определенная информация, которая необходима для выполнения конкретного проекта, или указание на то, что тебе стоит почитать, что тебе следует посмотреть. И в конце концов у тебя есть пиры, с которыми ты можешь пойти, пообщаться, узнать, какой может быть какой-то западающий момент, потому что все, кто поступает в школу, у меня есть техническое образование, у меня есть английский, логическое мышление, аналитическое мышление и математика. Все эти факторы помогают мне сейчас учиться в школе, лучше воспринимать проекты, выполнять задания. Но даже именно изучая проекты изнутри, приходит сюда с разным уровнем. Кто-то уже программировал, кто-то никогда в жизни не программировал, кто-то, как я, меняет свою специальность и с разными подходами сюда подходит и знаниями. У всех есть свои пробелы, поэтому это очень важно, что мы друг друга можем таким образом дополнять и выравнивать в уровне знаний и, соответственно, далее развиваться. Чтобы стать участником обучения, для начала нужно, конечно же, пройти первый этап. Заходите на сайт школы 21, здесь уже указан кампус Якутска, очень удобно, и подаете заявку. Далее заполняете небольшую анкету и выполняете 2 задания в игровой форме. Ничего сложного. Кстати, советую поторопиться. Заявки принимаются до 20 августа. И вы сами только что могли убедиться, что много времени у вас это не займет. Далее, если вы успешно проходите первый этап, то вас приглашают на вебинар, тоже онлайн, где объясняют об особенностях школы и о следующем туре, который пройдет уже в очном формате, там нужно будет присутствовать лично. В школе его называют бассейн. Вот, собственно, бассейн — это финальный этап отбора. Тот, кто пройдет успешно 26 дней, в течение которых мы предполагаем, что нужно потратить примерно 260 часов времени, то есть каждый день по 10 часов, вот те, кто успешно проходит отборочный бассейн, они приглашаются на основное обучение. Это было 26-дневное испытание, да, это был стресс, у нас не было выходных, ежедневно мы приходили в школу, целыми днями и ночами мы здесь сидели, выполняли проекты, но это оказалось реально. В Якутске первый интенсив или бассейн пройдет уже 28 августа. Будет приглашено 200 человек. Попасть на него шанс есть у каждого. Принцип школы, наверное, самый такой важный с точки зрения того, что он делает ее уникальной, это peer-to-peer, равный равному. В школе участники, что называется, учатся друг от друга. Правила школы: не знаешь, как решить задачу, спроси соседа слева, спроси соседа справа, поищи в интернете. И кроме того, в процессе обучения участники должны друг с другом проверять проекты. Каждый проект, который я сделал, мне нужно пройти проверку этого проекта с 3 другими участниками. И точно так же для того, чтобы меня проверили, я должен, в свою очередь, тоже проверить 3 других участников. И получается, что я на каждую задачку смотрю 6 разными парами глаз, помимо своих собственных. В одном лице совмещаешь роль и ученика, и учителя. Вы учитесь друг у друга. То есть вот это правило «спроси пера слева, пера справа», «загугли». Полностью самостоятельное обучение. Ответственность за дедлайн тоже полностью на тебе. Если групповой проект, ответственность перед твоими сокомандниками. И это действительно закаляет. Здесь еще больше, здесь нет учителей. То есть вы оцениваете только друг друга. И ты можешь оценить свой прогресс, сравнивая себя текущего со вчерашним. А у тебя есть возможность вживую общаться с пирами, с равными тебе, с людьми, которые находятся в тех же условиях выполнения проектов. Ты можешь общаться с этими людьми, советоваться, узнавать что-то новое, сталкиваться с разными мнениями. И это очень здорово. Также школа 21 является бесплатной платформой, как я называю, определенным образом является социальным лифтом. Я из бедной семьи, я, например, никогда бы не смог себе позволить никакие курсы, а в моем случае это получается как переквалификации. Это инновационная методика, которую здесь продвигают активно. Мне понравилась четкая структура проектов, четкий граф, которому ты следуешь. Мне понравились дедлайны, потому что без дисциплины в обучении в таком ты далеко не продвинешься. И переступая порог школы, сразу ощущаешь всю эту атмосферу единомышленников, которые тебе всегда помогут. Поэтому все это в совокупности делает эту школу привлекательным местом. С целеполаганием лично у меня не очень хорошо, но те знания, которые он дает по людям, которые меня окружают, я вижу, что они востребованы, и они
помогают им устроиться в этой сфере. Кроме того, школа дает возможность войти в эту сферу с нулем коммерческого опыта. Это довольно сложно. Многие могли бы сами научиться онлайн, самостоятельно, без школы. Но вот именно войти школа помогает. Школа дает знакомых. Это огромное комьюнити очень вовлеченных людей, которые занимаются программированием, которое оно нравится. И здесь много умных людей. И вот. Следующий плюс — это навыки, которые я получил в школе. Мне кажется, я опять же говорил, но такие навыки, мне кажется, мало где можно получить. Вот. И, собственно, школа дает возможность получить эти навыки абсолютно бесплатно, да. И следующий навык, наверное, один из самых важных — это умение гуглить. То есть вроде бы, да, загуглить, казалось бы, проблема. Но загуглить то, что тебе нужно, какую-то узкоспециализированную информацию, это все равно довольно тяжело. Первое — то, что такие кампусы, как вот этот, они открыты 24/7, 365 дней в году. Сюда можно в любое время дня и ночи прийти для того, чтобы делать проекты, для того, чтобы проводить время с другими участниками, играть в настольный теннис, учиться, играть в настолки там, и так далее. Во-вторых, у нас своя собственная геймифицированная платформа. Это платформа, которую мы, Сбер, разработали специально для школы. И в этой платформе у нас сочетаются, с одной стороны, довольно значимые элементы игровых механик, геймификации. Вот вы видите, у меня за спиной флаги. Это трайбы, которые у нас присутствуют в школе. Они между собой соревнуются. У нас есть всякие другие элементы геймификации. Там внутренняя валюта, за которой мерч можно покупать. Кампус в Якутске фундаментально ничем значимым отличаться не будет. Если у вас появилось желание поменять сферу деятельности и вы мечтали приобщиться к IT-сфере, но не знали как, теперь воплотить мечту стало проще простого. Главное — желание, стремление и упорство. Не упустите свой шанс изменить жизнь. Заходите на сайт школы 21 прямо сейчас и подавайте заявку в Якутский кампус. Максим Кардозу, Виктор Ольцев, Григорий Николаев, Москва.